Наверное, нужно затронуть и тему, собственно, земледелия в Крыму. Если говорить о его развитии, то оно, вот, то, что называется земледелием в Крыму, вобрало в себя культуру и хозяйственные достижения разных этносов, которые в разное время здесь или оказывались, или складывались. То есть самой популярной сельскохозяйственной земледельческой культурой долгое время в Причерноморье, на Кавказе и в Крыму было проса. Это то, что называется пшенкой. Почему? Странным образом вот это пшено, которое сейчас, ну, такое, знаете, время от времени кашу поесть, да? Или там супчик какой-нибудь сварить с ним, оно давало в Крыму поразительные урожаи. Тогда считали не в центнерах гектара, считали от сама. Сам это было столько, сколько засеяли. То есть засеяли килограмм, получили там сам 8, допустим, да? Значит, 8 килограмм получают. Так вот, по некоторым сведениям, в Крыму, в крымских условиях урожай просто доходил до сам 100. По некоторым сведениям, в Крыму, в крымских условиях урожай просто доходил до сам 100. Другим важным преимуществом его было, что это культура, которая, ну, относительно спокойно переносит засуху. Третьим важным, ну, не засуху совсем уж там, знаете, Мертвое море, а сухую погоду, недостаток воды. Третьим это то, что не надо пахать при его посадке. И поэтому вплоть до XIX века, и, кстати говоря, это касается не только Крыма, это у тюркских, и не только тюркских, но и кавказских земледельцев, оно было распространено очень широко. Вот Ибн Фадван, допустим, когда писал, арабский автор, писал о своем путешествии к булгарам, а это Поволжье, это уже там, после того, как болгары жили в Крыму, об этом тоже отдельная история. Он пишет, что у них основная пища – это просяная каша с мясом. Это 9 век, это Поволжье. Люди, которые посещали Кавказ во время Кавказской войны, если они, конечно, не пировали там в каком-то особом случае, то чаще всего едой местных народов была опять-таки просто просяная каша, но в условиях войны даже не с мясом, там, а говорили с кислым молоком, то есть с катыком, да, там, с какими-то такими вещами, иногда с маслом. Поэтому проса играла огромную роль, тем более, что это, видимо, где-то более-менее была местная культура, или, по крайней мере, где-то из окрестностей. Пшеницу в Крым, судя по всему, привезли эллины. Ну, вообще они не изобретатели пшеницы. Пшеница где-то появляется в Месопотамии, в плодородном полумесяце, в Египте, и потом уже постепенно начинает распространяться по миру. Но сюда, в Крым, судя по всему, ее привезли эллины. Так же, как и рожь, хотя рожь в какое-то время в Крыму даже считалась сорным растением. Она мешала как бы пшенице. Ячмень. Есть разные предположения о крымском винограде. То ли он из каких-то диких сортов здесь существовал, был откультивирован, то ли что-то тоже очень высоко вероятно было завезен эллинами, а возможно была какая-то там метисация, миксация, селекция и всякое такое. Тоже нельзя исключать. Но во всяком случае в Крыму выращивались столовые сорта винограда долгое, но не только, потому что виноделие, тоже само виноделие было завезено эллинами, и Крым даже импортировал, экспортировал вино, в том числе в греческие и другие колонии, и скифам там его давали пить. Скифы очень хорошо к этому напитку приобщились. Кстати говоря, известная такая вещь, что эллины считали скифов варварами, в том числе из-за их привычки пить неразбавленное вино. Надо сказать, что традиционное крымское вино было сухим.
По той простой причине, что сахара и спирта для крепления в то время не было. А сами эллины вино пили разбавленное 2 части воды на 1 часть вина или 3 части воды на 1 часть вина. Это был основной напиток. И, кстати говоря, то, что обычно сейчас увязывается с вином, как бы опьянение, там всякое пьянство и так далее. Были там у эллинов вакханалии всякие там пляски и так далее. Но вообще-то говоря, вино употреблялось как бытовой напиток, а само добавление вина, оно улучшало вкус воды и в определенной степени ее обеззараживало, что было очень важно. Как бы основной смысл заключался в этом. Фрукты и косточковые, там, маслины, трудно сказать. Возможно, что фрукты в Крыму имеют, видимо, тоже смешанное происхождение. Крымский кызылчык, кизил, широко известен. Сейчас есть и сорта его такие садовые, очень сладкие, сочные, крупные, мягкие там, и так далее. Но какие-то, в общем-то, завозились тоже извне, учитывая, что по морю, учитывая вот эту активную торговлю не только с Элладой, но и вообще со Средиземноморьем. И в течение многих веков постепенно они оседали в Крыму, прививали здесь и так далее. Но насколько местные виноградники... Подтверждением того, что крымский виноград очень автохтонный виноград, заключается в том, что когда завезли из Европы филоксеру вместе с европейскими сортами винограда, то крымские виноградники и крымские сорта едва ли не все исчезали, вымерли, во всяком... Нет, не вымерли, к счастью, не вымерли, но, по крайней мере, очень сильно пострадали. То есть у них не было иммунитета к этому заболеванию, хотя вроде бы Европа недалеко. Точно так же, как у американских индейцев там, или у австралийцев коренных не было иммунитета к европейским холерам, чумам там, и прочим оспам. Довольно широко распространена точка зрения, что, как продолжение темы о дураках-кочевниках, да, которые ничего не умели делать, там, ничего у них не было и так далее. Как продолжение этого, значит, есть такая тема, что, дескать, в Крыму до появления царской России на этой земле, такое было убожество сплошное, что, что говорить-то, да? Правильно, кто это видел, это 200 с лишним лет назад, теперь можно написать все, что угодно. Но при всем при этом исследователи ситуации, которые задумываются, не задумываются, если сопоставить разные источники, мне в частности пришлось это сделать, то я посмотрел, скажем, урожайность хлеба, пшеницы, и других зерновых культур в России в 17 веке. То есть это 1600-е годы. И собирая это из разных источников, я увидел, что средняя урожайность зерновых по России, понятно, средняя это всегда, но у нас же не агрономическая передача, там сериал, составляла 1,4-1,3. Если она где-то достигала уровня 1,6, сам 6, то это считалось, безумным счастьем. И спрашивается, где они достигали такую урожайность. По данным, которые мне пришлось увидеть, это бывшая территория Сибирского ханства сразу после его покорения российскими войсками. 1600-е годы после разгрома Сибирского ханства. Там собирался урожай 1,6. Почему? Потому что это тоже были земли, которые мало использовались для земледелия. Они были богатые, тучные, давали хороший урожай. Буквально через 100 лет урожай там упал до сам 4. Теперь внимание. По Крыму. Именно до того, как здесь стало развиваться еще российское земледелие, стандартное. И еще есть одна цифра, что тоже, наверное, по всей России трудно было считать, но в одном месте мне досталась цифра, что в 17 веке средняя урожайность по России была 4,3 центнера с гектара. Другая цифра. Теперь, что касается в Крыму, как один из исследователей крымских исследователь пишет, Кузьмина, доцент кафедры истории России, Таврической академии Крымского федерального университета, он пишет, в Крыму насчитывалось 4 сорта пшеницы, средняя урожайность которой составляла, внимание, на фоне российских рекордов, сам 8, сам 20. В изобилии высевали просто урожайность, которая достигала сам 100. Практически повсеместно сеяли рожь, не требуя особого ухода, культура приносила сам 12. Это пишет русский исследователь современный. Но при этом делает поразительный вывод в самом конце.
своей же статьи. Это на фоне российских урожаев САМ-3, САМ-4, САМ-5, САМ-6. Значит, что вот у нее как раз вывод идет. В целом, экономический потенциал Крыма был использован лишь в минимальной мере. Большинство отраслей развивалось по экстенсивному пути. Лишь после вхождения Крыма в состав России появились новые возможности для развития здесь всех основных отраслей сельскохозяйственного производства. Ну да. Почему этим не занимались в России в самой, мне как-то непонятно. Если так хорошо умели все делать. Не меньше удивления вызывает то, что этот автор, ну, собственно говоря, это продолжение той линии, которая многократно вычерчивалась и повторялась, и как бы всячески внедрялась в сознание людей относительно того, что в Крыму крымские татары земледелием заниматься были не способны, причем странным образом она ссылается тут на мусульманство, что ну, для людей, которые знают крымские татары наши традиции, это просто аут. Потому что она говорит, что у мусульман не принято было сажать деревья. Ага, это как раз про крымских татар. Что вот крымские татары не любят сажать деревья. Другое, что сельским хозяйством, имеется в виду земледелием и растениеводством, в Крыму занималось преимущественно христианское население. И, дескать, после его переселения в Приазовье все тут пострадало, конечно, как же не пострадать. По приказу царского правительства, ну, там целая операция была провернута, когда в течение года с небольшим около 30 тысяч человек, крымских христиан, но подойдем мы к этой истории по-другому, но было вывезено из Крыма в Приазовье. Из них примерно половина в ближайшие 2 года погибла. Там от голода, холода, непривычных природных условий, от недостатка всего, чего только можно. В приазовских степях, которых вообще-то до этого еще буквально несколько лет назад жили нагайцы, подданные крымского хана, теперь туда переселили земледельцев, которые тысячелетиями жили в Крымских горах, на Южном берегу и так далее. 30 тысяч человек. Но это не означает, что после них в Крыму никто не остался, в том числе и в горных местностях. И то, что мусульманское население не занималось здесь земледелием, это, автор так заявляет, к тому же якобы это следует из Корана, как будто следует это из мусульманского вероисповедания, из традиций, что значит зелень, ничего кроме как на корм лошади не годится. Понадерганные такие факты, которые, собственно говоря, другим авторам, это современный автор, но он отсылается на некоторых отдельных, 1-2, которые про христиан вообще ничего сказать в принципе не могут, просто 19 века, которые посещали Крым, русские путешественники, не русские путешественники, которые описывали состояние плодоводства, садоводства и земледелия в Крыму, в общем, ничем это не подкрепляется. Другое дело, что после депортации крымских татар и чаирное садоводство, и прививки, и колеровки, о которых она говорит. Вот крымские татары не занимались садоводством, но знали колеровку, чаиры и прививку, прищепление. А что тогда означает заниматься садоводством, я никак не пойму. Если это не садоводство, а крымские татары на всякий случай, что ли, знали, как марки собирали? Но, видимо, желание показать, что Крым недееспособен, не жизнеспособен, нет здесь этих корней, мощных корней собственной крымской культуры, причем независимо от национальности, потому что Крым был многонационален, он был по-другому многонационален тогда. И собственных хозяйственных традиций, приводит автор к таким выводам, где он в одном абзаце противоречит другому сам себе. И к такому совершенно ни на чем уже не основывающимся. Другое дело, что, да, конечно, как всегда в земледельческой цивилизации, когда попадается какая-то новая благоприятная земля, был всегда соблазн выжать из нее последние соки. Если уж говорить о современном состоянии, то, наверное, ничто не повредило традиционному сельскому хозяйству, как те преобразования, которые в XIX-XX веке осуществлялись. Допустим, когда сейчас кто-то где-то пишет «крымский виноград» и еще интереснее «крымское вино», он же пишет неправду. Потому что крымский виноград, автохтонные сорта, около, более 100 сортов сохранились в единственном хозяйстве Крыма, это Солнечная долина или Кос.
Во всех остальных там всякие Молдовы, там, я не знаю, Изабеллы, все, что хочешь. Но только не крымский виноград. Эти все винограды имеют отношение к Крыму ровно столько же, сколько они имеют там к обратной стороне Луны. То есть, понятное дело, что здесь можно посадить все, что угодно, наверное, вырастет тоже, соответственно, что посадишь, но это не имеет отношения ни к крымскому традиционному земледелию, ни к сельскому хозяйству, ни вообще к Крыму как таковому. Потому что если, скажем, где-то в Крыму есть пиццерия или продают там суши, это еще не означает, что суши – это крымская еда. Точно так же, как, скажем, то, что ну, там, в некоторых культурных там, проявлениях, там какой-нибудь вот фестиваль, Казантип, допустим, с хип-хопом и наркотиками, который в Крыму долго шел, он абсолютно не имеет отношения к тому, что называется крымской культурой. И, в общем-то, Крым ну, нехорошую репутацию, с моей точки зрения, благодаря таким всяким выходкам получает. Крым действительно, как полуостров, к сожалению, был всегда в зоне рискованного хозяйствования. И вот эти достижения и сельского хозяйства, и земледелия уже, и животноводства Крыма сейчас, с моей точки зрения, ну, учитывая новые реалии, учитывая новое мышление у людей, которые могут понять, что сейчас самое главное не валом собрать как можно больше, там комбайном, да, или там экскаватором что-то загрести, а вот это биологическое многообразие, это множество разных сортов, это множество оттенков, не только там в красках на стене или на холсте, но и в самой жизни. Это самое важное. По-моему, и самое время для старта, для того, чтобы восстановить эти вещи. Например, в Татарстане была зарегистрирована татарская порода лошади. Например, здесь есть такой энтузиаст, мы с ней лично знакомы, Ирина Селезнева, которая многие годы потратила на то, чтобы поддерживать в Крыму породу охотничьих собак, которая называется южно-русская овчарка. Она в начале 20 века, вернее, в первой половине была так зарегистрирована, но, по сути говоря, это продолжение нашей традиционной пастушьей овчарки барак, которая называется на крымско-татарском. Их всего-то в мире 2500, в Крыму там несколько сотен. Ну, казалось бы, кавказская овчарка, шотландская овчарка. Там, это предмет гордости тех государств, тех стран, тех людей, которые там в них живут. Крым, к сожалению, и те, кто управляет Крымом, разбрасываются теми богатствами, которые вот, остатки которых, крохи которых все еще существуют, и считают хорошим тоном насаждать здесь в Крыму то, что является массовой поп-культурой, которая не присуща ни Крыму, ни его традициям, думая, что это прогресс, это хорошо, в то время как будущее Крыма, мне кажется, все-таки, если у Крыма есть будущее, связано как раз с поддержанием, развитием и реставрацией, оживлением, revitalization по-английски есть хорошее слово, оживление тех форм, тех видов, тех способов крымской культуры, которые, ну, еще возможно сохранить, оживить и сделать таким же достоянием, ежедневным достоянием крымской жизни, как это было 100, 200, 400, может быть, 1000 лет назад. Вот теперь точно все.